Мысли глобально, действую локально. Сегодня отмечается Международный день охраны окружающей среды. 2/3 российского кумыса делают в Башкортостане. Наши корреспонденты понаблюдали за процессом изготовления целебного напитка. Годы обучения позади, заслуженные сертификаты получили выпускники художественной школы. Теперь об этом и другом более подробно в эфире выпуска новостей в студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте! Сегодня, 5 июня, отмечается Международный день охраны окружающей среды. В России он более известен как День эколога. На этот день намечают и проводят различные мероприятия по улучшению экологической обстановки, которые побуждают каждого гражданина на действия, направленные на бережное отношение к природе и защиту окружающей среды. Но в рамках объявленного в нашей стране Года экологии подобные мероприятия усиленно проводятся уже с начала года. Среди активистов можно отметить участников молодежного экодесанта, который еженедельно выходит на очистку от мусора различных территорий. На этот раз экодесант высадился на берегу водоема Дом Рыбака. Халатное отношение отдыхающих к окружающему миру сделали свое дело. Берег водоема Дома Рыбака после зимы напоминал несанкционированную мусоросвалку. К счастью, нашлись неравнодушные люди в лице студентов Сибайского колледжа строительства и сервиса и представителей городского комитета по делам молодежи. Они в очередной раз вышли на экологический субботник. Ребята молодцы, очень работали, очень ответственно. Собирали весь мусор, даже из самых потаенных уголков, кустов, из всего. Ну, как всегда, я вижу, что мусор это бутылки из-под пива, из-под сигарет. И я еще раз скажу, что тот, кто злоупотребляет вредными привычками, тот у нас и ссорит. Поэтому, граждане, за здоровый образ жизни. И, пожалуйста, не сорите. Нашим ребятам очень сложно доставать этот мусор из кустов. Люди гадят, не замечают того, что каждый выброшенный пакетик, каждая выброшенная бутылка, все, что мы выкидываем, остается в природе. Бутылка, допустим, она гниет, пластиковая или возьмем ту же стеклянную, она очень долго перегнивает. Очень много остается пластика, полиэтиленовых пакетов. Всего этого в природе не должно быть. Должно быть то, что создано природой. А если мы оставляем после себя, то мы должны оставлять только хорошее. Как видите, тут много мусора, и люди не умеют отдыхать. Дорогие сибайцы, убедительная просьба мусор свои не бросать и кидать, а собирать в мешочки и кидать в мусорные баки. Несмотря на то, что в этом водоеме люди практически не купаются, мусора на берегу было предостаточно. Остались бытовые отходы и после рыбаков, и после любителей отдыха на природе. Но стоит отметить, что в этом году территорию заметно облагородили. Здесь организована зона отдыха и появился прокат катамаранов. Местный предприниматель выразил слова благодарности юным защитникам природы. Мы организовываем на нашем берегу Дома Рыбака досуг для молодежи и детей. Стараемся, чтобы люди, приезжающие здесь отдыхать, получили максимальный комфорт, увидели чистоту. Наступило календарное лето, и в Сибае официально открыт купальный сезон. Погода нормализуется, и водоемы ближайших рек и озер вновь станут излюбленными местами отдыха горожан. Участники молодежного экодесанта призывают всех беречь природу и не загрязнять ее. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Осенью прошлого года партией «Единая Россия» были инициированы сразу несколько проектов в поддержку малых городов, предусматривающих финансирование из федерального бюджета. В список задач входит обустройство мест массового отдыха, парков и скверов, благоустройство объектов жилищного фонда, придомовых территорий, а также укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений. Сибай является активным участником политики по развитию инфраструктуры малых городов и фигурирует во всех инициированных проектах. Прибывший с визитом в Сибай депутат Государственной Думы Российской Федерации Зариф Байгускаров лично посетил ряд объектов.
Рабочий визит депутата Государственной Думы Российской Федерации Зарифа Буйгускарова в столицу башкирского Зауралья совпал с самым солнечным и задорным летним праздником – Днем защиты детей. Именно этой теме было посвящено большинство рабочих мероприятий, запланированных депутатом в течение дня. По этой причине осмотр объектов, попадающих под программы комплексного развития и благоустройства объектов инфраструктуры малых городов, народный избранник начал с Центра детского творчества, где развернулась приуроченная к празднику концертная программа. Сегодня мы видим наших прекрасных детей. Это, конечно, как бы не было банально, это наше будущее. Но мы должны обратить внимание на их защиту наших детей. Мы то, что возможно от нас зависит, будем принимать все для того, чтобы дети наши были защищены, чтобы у них были условия для проживания, для учебы, для того, чтобы они могли расти достойными гражданами нашего государства. Один из объектов, получивший финансирование по программе развития инфраструктуры малых городов – парк культуры и отдыха. Реконструкция неофициального центра семейного досуга попадает под партийный проект «Парки малых городов» и предполагает софинансирование в соотношении 90% из средств федерального бюджета и 10% из казны муниципалитета. Директор парка Ильгиз Ахмедшин рассказал о работе, которая уже была проведена сотрудниками парка, и поделился планами на ближайшее будущее. Будет обновлен фасад вагончиков и здание именно административного, где будет находиться и лыжная база, и гостиница. И также рассказали, что будет обновлен асфальт, асфальтирование площадки, скамейки будут и освещение, конечно, освещение. И по колесу обзора будет также покраска полностью и реставрация, то есть мы добавим еще и освещение, как светодиодное. Будет иллюминация такая, то есть она будет вечером светиться, будет очень красиво и привлекательно. Мы выразили свою потребность и рассказали свои планы, подготовили проекты и нас поддержали и дали уже, получается, средства для выполнения всех наших потребностей. Не обойдут стороной программы поддержки и объекты жилищного фонда. В список вошли 11 домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий в рамках программы «Городская среда». Среди них 2 двора, располагающихся по адресу Кусимова, 8 и Булякова, 1. Жители микрорайона Восточный жалуются на разбитое асфальтобетонное покрытие и изношенные детские игровые площадки. В этой связи одним из любимых мест для прогулок жителей микрорайона должен стать новый сквер «Юность», обустройство которого запланировано на лужайке, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу «Беркут». Здесь будет у нас по центру прямо спортивная площадка, тренажерные эти элементы будут стоять, 14 штук, эти уличные под навесом. Подготовлены. Они уже есть, они уже в городе у нас. В том дальнем углу будет детская площадка, вот она в укрупненном виде. Со всеми элементами, заборчик тут и в том дальнем углу у нас будет площадка для выгула собак. Глава городской администрации Халид Хамзович Сулейманов выразил уверенность относительно того, что планы по реконструкции данных объектов позволят существенно облагородить облик микрорайона Восточный. Одной из партийных задач, как отметили представители Государственной Думы, является обеспечение равного доступа к культурным ценностям для всех граждан России. С целью сохранить муниципальные театры малых городов, вокруг которых строится местная культурная жизнь, начал действовать проект «Театры малых городов». Под это определение попадают 2 культурно-досуговых учреждения, действующих на территории нашего города. Это Государственный драматический театр имени Арслана Мубарякова и детский театр «Сулпан». Общая сумма государственной поддержки близится к 8 миллионам рублей. 4 миллиона 600 тысяч выделяемых для театра драмы и 3 миллиона 333 тысячи для театра «Сулпан». Средства в обоих случаях будут направлены на закупку нового оборудования. Сюда входят современные звуковые системы и светодиодно-осветительные приборы. Другая часть денег будет направлена на постановки новых спектаклей и сопутствующие им расходы. Подводя итог состоявшемуся экскурсу, Зариф Закирович обозначил центральную тему своей рабочей поездки и затронул демографическую проблему, существующую в нашей стране. Он подчеркнул высокое значение, которое отводится созданию условий для счастливого детства на разных уровнях власти, и рассказал о мерах поддержки материнства, действующих в нашем регионе. В принципе, во всех отношениях Сибай развивается. Кроме того, по проекту партии «Единая Россия» выделяются денежные средства. Сибай получит 24,5 миллиона рублей по этому проекту. То есть эти деньги будут тоже, в принципе, на развитие спорта, детского спорта, потому что будут детские площадки построены, то есть это будут детские спортивные городки будут сделаны. Это, конечно, будет облагораживать территория придомовая.
города Сибая. В принципе, вот такие работа ведется, и это, конечно, во благо людей, во благо, конечно, детей. Я посмотрел по другим регионам, нет нигде, чтобы вот 30 тысяч рублей выделяться деньги на первого ребенка. Такого нет. Это такая хорошая помощь для молодой семьи, когда дети рождают, чтобы вот поддержать. Поэтому детей должно быть больше, потому что они наше будущее. Поэтому вот я призываю, конечно, и прошу, чтобы дети должны рождаться, чтобы детей было больше, потому что это наше будущее. В завершении рабочего дня депутат Государственной Думы Зариф Закирович провел встречу с населением, в рамках которой подробно обсудил с горожанами наболевшие вопросы и рассказал о законопроектах, которые по его инициативе сегодня рассматриваются в Государственной Думе. Ляна Кириллова, Ренат Музафаров, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Добавлю, что на минувшей неделе Зариф Закирович Байгускаров принял участие в прямом эфире, проходившем на нашем канале. Поступило много звонков от горожан. На все вопросы, поступившие к нам и не озвученные в эфире, мы дадим ответы в ближайших выпусках новостей. 2/3 российского кумыса делают в Башкортостане. Вкусный и полезный напиток из кобыльего молока – башкирский бренд, известный далеко за пределами региона. Кисломолочный продукт изготавливают во всех районах республики. На данный момент насчитывается более 150 кумысных хозяйств. На одной из ферм побывала Евдокия Титаренко. В жаркой степи Средней Азии кумыс приносит прохладу и бодрость. Он утоляет жажду, освежает и придает сил. Полезные свойства кумыса столь бесспорные, что в санаторном лечении и в народной медицине его используют как медицинский препарат. До появления антибиотиков полезные свойства напитка даже помогали излечивать туберкулез. Фермерское хозяйство ООО «Пегас» организовано в 2014 году на базе подсобного хозяйства Сибайского элеватора. Вот уже на протяжении 3 лет здесь занимаются коневодством, реализуют мясо, а также производят кумыс. В числе постоянных рабочих 12 человек. На сезонные работы привлекаются дополнительно доярки и кумысоделы. Многовековые традиции приготовления национального напитка специалистами здесь соблюдаются в полной мере. Свежее молоко сцеживаем, заливаем в эти баки. И около часа с этим молоком ничего не делаем. Молоко томится. Через час мы туда добавляем закваски. После этого около 2 часов с перерывом где-то 10 минут мы помешиваем. В процессе получается свежий кумыс. Кобыл доят до 5 раз в день. Процесс автоматизированный. Доильный аппарат шведского производства, который, в отличие от старых отечественных, производит меньше шума, что благоприятно влияет на эмоциональное состояние животных. Общее поголовье лошадей составляет 671 единицу. В этом году увеличился приплод кобыл со 130 до 160 голов. За сезон в прошлом году мы произвели около 30 тонн кумыса. В этом году планируем 45 тонн увеличить. Производство мяса тоже занимаемся откормом, и продукцию мы реализуем по торговым точкам Ситна и туб-диспансер в этом году. В прошлом году тоже реализовали также, и свой магазин Танар элеваторы тоже продают наш кумыс. В кумысе содержатся полезные бактерии, положительно влияющие на микрофлору кишечника. Кроме того, он повышает усвояемость пищи, улучшает работу поджелудочной железы и, как следствие, нормализует обмен веществ. Считается, что целебный напиток также благотворно влияет на нервную систему и омолаживает кожу. На его основе делают питательные маски для лица. Срок хранения кумыса составляет 5 дней. Спрос на него значительно превышает предложение. Увеличить объемы производства, по словам специалистов, планируется за счет кооперации крупных и мелких сельхозпредприятий Башкортостана. Помимо этого, у продукции есть и экспортный потенциал. Интересный факт. В 2015 году в Уфе кумысом угощали участников саммитов ШОС и БРИКС. После дегустации представитель Южноафриканской республики заявил о желании применить российские технологии на родине, а в качестве сырья использовать молоко зебры. Евдокия Титаренко, Радмир Исингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Среди многочисленных учреждений культуры города Сибай детская художественная школа занимает особое место. Вот уже много лет юные жители города приобщаются там к прекрасному миру искусств. За годы обучения в школе ребята накапливают богатый творческий и профессиональный потенциал. По традиции, в конце учебного года выпускники защищают свои дипломные работы.
Ряд экзаменов, долгая и упорная подготовка к защите дипломных работ и, наконец, волнительный выход перед комиссией. Это последнее испытание, когда выпускникам художественной школы необходимо продемонстрировать свои творческие способности, умения и технические навыки, приобретенные за время обучения. Эмилия Кунакушина заканчивает 4 класс. В качестве дипломной она выбрала серию работ, на которых изображены мечети разных городов. Картины выполнены в технике кинусаги, которая подразумевает создание художественных изделий из разноцветных кусочков ткани. Европа этому искусству отдает более прикладной характер. Ведь используется пэтчворк без иголки не только для создания картин, но и для декорирования различных предметов, которые необходимы в простом обиходе. Техники выполнения европейское и японское рукоделие схожи между собой, ведь в их основе лежит аппликация, накладывающаяся на объемную или плоскую поверхность. В числе сегодняшних выпускников 41 человек, из них 34 получат сертификат. Остальные, обучающиеся компьютерной графике, продолжат занятия еще год. Готовилась я долго, в течение 5 месяцев. Выполнялась я горячий батик, триптих на тему цветы. Трудностей не было, потому что был хороший учитель, с нами наставник, который Ирина Андреевна поддерживала, давала советы. В общем, трудностей не было. Дипломную работу выполнил в технике кинусайга. Выполнял недолго, в течение полугодия, потому что был хороший преподаватель. И я уже до этого делал эту тему. Тема у меня была 3 кураиста. Комиссия сказала, что в общем все хорошо, приглашали в 5 класс, говорили. А насчет живописи и рисунка сказали, что нужно развиваться, нужно дальше продолжать. В состав комиссии, помимо сотрудников детской художественной школы, вошли представители Сибайского многопрофильного колледжа и колледжа искусств. Каждый из представленных учениками работ они давали свою профессиональную оценку. Работы выполнены у нас в разных техниках, то есть это и росписи, и живописные работы, академические работы. Вот посмотрите, скоро будут портреты. Портреты наших замечательных художников башкирских. Вот. Затем у нас была такая новая техника, как кинусайга, 2 огромные работы, выполненные в этой технике, представленные. Так, это 3 мечети и кураисты, то есть они поддерживали как раз именно национальный колорит и высоко были оценены нашей комиссией, которая присутствовала на защите. День защиты дипломных работ, как признаются педагоги, одновременно радостный и грустный. На протяжении нескольких лет они прививали детям любовь к искусству, вкладывали в них свои знания и умения. И вот наступает новый жизненный этап. Где бы они ни работали, где бы они, как бы в жизни они ни определились, они должны оставаться высоко эстетичными, грамотными и воспитанными людьми. Ценить красивое, вечное и оставаться преданными не только нашей школе, но и нашему городу. Вот и настал самый долгожданный момент – момент вручения сертификатов. Прозвучали слова напутствия и пожелания со стороны учителей. Ученики, в свою очередь, поблагодарили наставников. Теперь для ребят открываются новые горизонты. Лиана Кириллова, Альмира Ишкуватова, Радмир Сингулов, Галина Раскильдина, телекомпания СТВ. И последнее. Мероприятия, посвященные началу лета Международному дню защиты детей, проводились в городе в течение многих дней. Так, в минувшие выходные по инициативе местной общественной организации «Вперед Сибай» и управляющей компании «Аструм» состоялся праздник для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Каждый год в первый день лета отмечается большой праздник – Международный день защиты детей. В этот день во всех школах и детских учреждениях бывают концерты, вечера. В городских развлекательных центрах для детей показывают фильмы, устраивают конкурсы, фестивали. Всюду звучит музыка и детский смех, вручают подарки. Замечательно, что наши дети счастливы, но грустно, что очень многих приходится защищать и даже спасать от взрослой жестокости. Особого внимания заслуживают дети, оставшиеся без попечения родителей. Для них в солнечный июньский день представители местной общественной организации «Вперед Сибай» совместно с управляющей компанией «Аструм» устроили незабываемое мероприятие. Дети пускали шары, поучаствовали в конкурсе рисунков на асфальте и посетили кинотеатр «Атмосфера». Мы рисуем планету Земля и все, что в нем есть, красоту мира. Праздник очень хороший. Мы рисуем,
надпись «Вперед, Сивай». Мы рисуем поляну, речку там. Ну, в общем, луг. Все в одном, можно сказать. Жаркое летнее солнышко способствовало хорошему настроению и душевному отдыху на центральной площади города, где и проходило мероприятие. Праздник удался на славу. Евдокия Титаренко, Айгуль Хамитова, Радмир Сингулов, Гульгина Расклидина, телекомпания СТВ. Такими были новости понедельника. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. Я, Наиля Ахмедшина, прощаюсь с вами. Всего доброго и берегите себя.